Каждый из нас в год оставляет примерно 400 килограммов мусора. Это чуть более килограмма в день. И ежемесячно платит 120 рублей за вывоз и утилизацию ТКО. Сопоставимы ли эти деньги объему отходов, покажут замеры на 60 площадках Сыктывкара и Сыктывдинского района Коми. На одной из таких побывала и Евгения Кладкевич. Замеры мусора во дворах уже не вызывают удивления прохожих. С осени прошлого года такая практика в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе ежесезонная. С помощью весов контейнер с отходами взвешивают, рулеткой измеряют его объем, а затем, как и полагается, очищают. Задача основная состоит в том, чтобы приблизить действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов к фактическим объемам накопления по каждой категории. Мы будем полученные замеры сопоставлять с расчетными единицами и анализировать цифры, которые у нас сформировались по результатам замеров. Цель замеров – проверка действующих нормативов накопления ТКО и их возможная корректировка. Проще говоря, если отходов по результатам проверок на площадке окажется куда больше или меньше установленной нормы, тариф на обращение с ТКО в перспективе изменят, причем для всей Коми. До текущей реформы, до ноября 2018 года ценник был намного ниже, потому что не было вот такой тотальной системы контроля за тем, куда граждане свозят мусор. И ровно поэтому, когда у нас в ноябре 2018 года эта реформа стартовала, мы поняли, что у нас огромное количество несанкционированных свалок. Поэтому, конечно же, вывоз мусора обходился дешевле, потому что большая доля этого мусора на до баков просто не доходила. Замеры ТКО проводятся как в городской, так и в сельской местности. В день обрабатывается около 30 контейнерных площадок. К слову, об актуализации нормативов чаще говорят юридические лица. Различные магазины, бюджетные учреждения, частные организации. Плата за вывоз мусора для всех одинаковая, а между тем объемы отходов сильно разнятся. Результаты замеров после финального осеннего сезона будут обработаны российским экологическим оператором. Региональные специалисты отмечают, об изменении тарифа, особенно о его понижении, говорить пока рано. Решение о дифференциации нормативов будет принято в конце года. Евгения Кладкевич, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.